Сергей, привет! Вашему вниманию Мандаров Сергей, мастер, за которого я могу сказать слово. Мы с ним выросли в одной деревне. Деревня называется Байга. Байга — это значит Бай — это богатый, Ага — это отец. В наше историческое время в нашей деревне считалась столицей, где развивались культура, самобытность якутов. И сейчас, в данный момент, я хочу немножко познакомить вас с Сергеем Мандаровым. Сергей, привет. Расскажи, пожалуйста, как вот ты начал заниматься ножами и почему ты начал этим заниматься? Так, я начал заниматься ножами года 15 назад. Так, что может? Ну, все верно. Просто там, где вот мы росли, где мы косили сено, там называется Устун-Тор, да? Устун-Тор — это вот именно называется возвышенность Мастер, да. мастеров, да. Мастер. И вот именно деды, ну, как получается, они занимались вот в нашей местности, Кузнечным делом, ага. да, кузнечным делом. Как вот тебя вот это, ну, привело к этому, что вот ты начал заниматься именно ножами? Ничего сказать. Ну, само по себе образовалось, да? Решил себя попробовать сначала, как люди делали там, мастера наши местные. Пробовал. Сначала хотел, ну, издалека смотрел, потом чуть-чуть приближался, потом сам, а что я не сделаю? Ну, попробую. Ну и получилось, и поехал дальше. Здорово. Заниматься. Потом еще вглубь. В нашей деревне села Байга живет знаменитый мастер своего дела, духовный наш направляющий, да? Лидер, ага. Лидер. Нестрой Борис Федорович Мандарус. Он, ну, первым он начал заниматься байгом у нас. Не то, что не именно только байк, а вот в республике, можно сказать. Начал вот именно вот традиции, древние традиции наших предков начал, как сказать, ну, развивать, расширять, да? Развивать, расширять, ага. Угу. Это, наверное, где-то лет 20 назад, 30 назад, да? Ну, 30, даже 40 лет назад. В 80-м году, да, он занимался вот ножами. Начал заниматься, ага. Угу. Вот, и потом как бы он развил, расширил. И в нашей деревне сейчас вот есть Мандар Кыгата. Да, называется Мандар Кыгата. Кыгата — это, ну, Кузня. кузня, да, Кыгата называется кузня. Ну вот нож, сделанный собственноручно. Мастерская какая-то. Да. Расскажи, пожалуйста, про этот нож. Возьми его, пожалуйста. Что он из себя представляет, какие у него есть преимущества? Ну, этот нож сделан под заказ. Сталь ХМФ К-12 Так, барельефная резка. Лук. Рукоятка березы. Вставка рог горного барана. Тут сзади надпись есть. Какому-то Турпалу от семьи Колку. Куда-то он на юг отправляет, походу. Здорово. Сталь износостойкая, нержавеющая Х-12. Вот. Хорошая сталь. Рекомендую. Нужно из бычьего хвоста. Там деревянная вставка. То есть это бычий хвост, да? Получается наш Хвост, оригинал. А почему именно бычий хвост? Не именно бычий хвост, любой хвост.
до взрослого идет. М. Так говорят, бычий хвост. М. Вроде так остался. Он очень прочный. И вообще исторически, да, наши предки использовали это все время так. Традиционно. Мгм. Классно. То есть вот у нас получается место веревки у нас. Смотри. Ага. Отселя, да? М. Отселя это вот конины. Ну, получается, да? Элементы шерсть коня, да, получается? Шерсть там ободок. Смотри. Мгм. Как он называется? Нам тоже как бы свой язык у нас, и это есть такие моменты, когда мы, да. Ну вот грива, да, наверное? Грива. Да, волосы, пряди гривы. Вот, все вот. Как это называлось? Мгм. И это все, ну, севается, да, получается? Сергей, давай продемонстрируем острость этого ножа на бумаге. Есть какая-нибудь бумага? Вот легендарный куски нож. Он очень острый. Вот, режется прямо легкой рукой. Как вот его затачивать в домашних условиях? Или все-таки рекомендуется его в этот, где-нибудь этот... Ну, нержавеющие стали твердые они. И вот если у тебя дома вот алмазного бруска нету, такого, например, тогда будет сложновато чуть-чуть. Угу. Или кусок шкурки нужно, чтобы немножко вот с этой стороны. Сергей, такой вопрос. Расскажи, пожалуйста, про дол. Вот как вообще якутский нож? Он с одной стороны у него уже получается, да? Идет заточка, а не с двух сторон. Заточка, ну, сейчас односторонняя заточка у якутского ножа. Ага. Можно с этой стороны, может некоторые вот с этой стороны делают, со стороны дола. Угу. Но если вот с этой стороны, вот, допустим, это нож заточен с этой стороны, то здесь уже вот чуть-чуть прямая вот так заточка идет. Угу. Как вот такая. Не клинообразная, вот такая заточка будет. То есть вот это вот прямая вот эта Ага. часть, да? А вот это вот получается у нас этот... Угол. 25-20 делаем угол. Что такое дол вообще? Слово дол. Как понять это слово дол? И для чего он нужен? Это для этого, как называется, Усиление? говори. Тухте. Хамсаватын гнаде. Тустуатан. Да, это то есть такая вот впадина дол, которая усиляет, ну, ребро жесткости, да, такое? Ребро жесткости, ага. Ребро жесткости вот называется дол. И вторая версия, и другая версия, вот в старину у нас металла мало было. Вот поэтому вот так дол девали, чтобы, ну, экономия металла получается. Ну, наши мастера якуты, они славились в истории как кузнецы, те, которые сами выкапывали это, да? Ну, да, как это называется. Камень находили и сами плавку делали, короче. И вот трудная работа была, металл найти. Руда, да, там как-то Да, называют? да. Руду. То есть руду находили в земле. Ну, камни находили в земле, потом печку делают, сооружают. Сооружали старину из глины. И вот целые сутки там надо это поддерживать огонь, чтобы Добиться, да? Добиться, чтобы такого это прочности, да? Угу. Еще есть такое, что мы делали. Прочности, вот плавки, вот удар таз, удар токойма. Это такая высокая температура должна быть. Технология такая, да? Такая, Поддув там, да? поддув, То есть полностью как бы сахалар делали такое. И я хотел сказать, что еще даже не только ножи, да, делали, стали, а и этот ружья, да? Все делали, Ружья даже делали. Нарезное ружье делали, с нарезом. Ну, как они вот делали? Угу.
порох, говорят, где-то в Китае, да, получали. И этот... Вот есть такие ножи, я вот один раз как-то вот, перевернул лодку на охоте. Получилось так. И у меня один раз вещи все утонули, а вот нож плавал. Сергей, я вот реально был свидетелем того, что у меня нож, он действительно плавал. Стоял так, да? Да, он так вот в воде, представляешь? Я его нашел. Вот капа, она как, ну, не гарантирует, наверное, да, что все ножи так могут как поплавок плавать, наверное. Ну и не всем, наверное, как бы... Клинок должен быть чуть размером меньше, вот такой примерно. Тогда может быть. Чтобы был какой-то баланс, да? Бересты должен быть рукоять, тогда вот гарантированно не утонет. Береста. Мы, наверное, не пожелаем всем, да, чтобы там они переворачивались на лодке. Сергей, вопрос. Расскажи вот по поводу этих... какие ножи бывают там для рыбы, для охоты? Там, допустим, ну, какие бывают виды, допустим, средний, маленький и большой, как у них там, они делятся Вот вообще? этот нож, допустим, заказали вот для этого, для строганины, чтобы подлиннее было 17 сантиметров. Что так удобно было. И из нержавеющей стали, это вот 40А13, медицинская сталь, короче. Она чуть-чуть мягче, ну вот из хамов, получается, от хамов. Но быстро точится тоже. Тупится, да? Точится. А, точится. Ага. Как наша вот черная сталь, копалка. А копалка это что такое? Это то есть... Копалка это народное имя, а вот маркировка 65Г. То есть картофель или копалка? Сельхоз? Он лежит, ну, сельхоз. То есть от сельхоз получается, да? Ну вот это такое стандартное, да? Да. Получается. Вот это ты берешь... Самый распространенный материал был раньше. А нержавейка, как она считается? Нержавейка разделяется по маркировке. И в продолжении вопроса, допустим, если у нас длинный нож для строганины это 18, то потом маленький какой? То есть как, сколько сантиметров они? Ну вот для разделки пушины вот такие вот сантиметров 9, 11, как раз вот примерно. Есть такой вариант. Это, допустим, средний нож, это маленький, это вот длинный. То есть наиболее такие... Вот такой нож универсальный вот для этого, для кухни, для чего? Для чистки рыбы, можно вот так, для карася, допустим, нашу рыбу. И для разделки пушнины тоже удобно так вот. Таким же будешь разделывать пушнину. Да, неудобно будет вот таким. А что бы ты вообще вот порекомендовал охотникам? Какой бы размер больше всего? Чтобы можно было... Ну, мы же в основном как охотники, промысловики, вот больше всего используем именно в кухне, используем очень много, да? Якутским ножом всегда вот мясо, рыбу и универсально. Мне самому вот нравится вот этот сталь Х-12, и вот такой размер лучше. Мне подходит, допустим. Как раз вот съездил на охоту. Удачно, да? Удачно съездили. И вот такая сталь была у меня. Там друг был сразу, о, подари, этот нож подари. Я ему, Юрий? Ну, Юрий подарил нож. Нормально, один, всю тушу разделал, ничего. То есть одну тушу разделал, ни разу не затачивая? Ну, ни разу не затачивая. Спокойно разделал. Даже он там между костями ковырялся вот нарочно. Прикололся. Ну вот, вашему вниманию, ребята, вот человек, с которым я вырос, Мандаров Сергей, мой друг. Я в YouTube размещу это видео. Пожалуйста, я рекомендую его как мастера, рукодельника, который можно рекомендовать с большой буквы, который является профессионалом своего дела от и до, полностью с такой вот гравюрой может делать, может при желании, допустим, из бивня мамонта, да? Конечно. Из бивня мамонта, любое, ну, то есть животное на заказ. И сами ножи, получается, у нас
идут чисто якутский нож от бренда вот именно человека, который вообще зародил эти все ножи, Бориса Федоровича. Вот такой вот нож. Давайте пожелаем успехов, удачи в деле, в своем деле, Мудару Сергею. И, пожалуйста, заказывайте. Всего доброго. Жду заказа.